Начинается новый день. И машина туда-сюда. Так, что у нас по времени? 7 часов 1 минута. Вот это я встал. Вот это я поспать. Среда, 14 апреля. Ох. Если 14, то начинается у нас 4-й день. 4-й день. Вставать не лень. Если до этого 3 дня вставал с бодреньким настроением, то сегодня, если честно, даже вставать неохота. Неохота вставать, неохота никуда с избы выходить, потому что ничего интересного меня сегодня не ждет. Что там у нас на улице? 6 градусов тепла. 6 градусов тепла. Охренеть, блин. Всю ночь было тепло. Я представляю сейчас, какая там каша творится, блин. На реке. Надо ехать поднимать продольники. А страшно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Если будет возможность, поднимем. Не будет, пускай уплывают. Что теперь уже? Я что, виноват, что ли, что весна так резко наступила, блин? Хорошо, еще палатку не поставил на льду. Блин, и доски не перевез. Тоже уплывут. Зря тащил, бедный ураганушка. Ладненько. Выше нос. Не вешать нос гардемарины. Так, ну что, поехали. Опа-на. Вот так вот. Ну, вчера я, конечно, дал жару. Выпил за один вечер столько, сколько за 3 дня не пил. Ничего. Нормально. О, 3 дня пил столько, ну, грамм 200-250-то, наверное, жахнул на нервной почве-то. Ну ничего, теперь встаем, завтракаем и вперед покорять ледяные просторы, если это можно назвать еще льдом. Доброе утро! Начинается новый день, 4-й день, а их еще будет очень много.
красота. Ветер стих, вообще красиво. Все хорошо, все тепло. Все прекрасно. Нет дождя. Пасмурная, теплая погода. Ну, заморозок-то нужен был, конечно. Наст нужен, наст, чтобы поднять продольники без проблем. Ничего, попробуем. Дай бог, чтобы получилось. Так, друзья, и по традиции у нас доброе утро начинается с доброй, все правильно, яичницы. А так как нам очень понравилась яичница по-советски, в советском варианте, яичница из прошлого, яичница из СССР. В общем, яичница не на растительном, а на сливочном масле. Вот такой вот кусманчик. Маслом кашу не испортишь. Каслом Машу тоже. Это в холодильник. Так, в холодильнике у нас сегодня температура 7,2. Так, сейчас сделаем уровень. Более-менее, чтобы было ровно. Ага. Как-то вот так. Вкусняшка. Я говорю, мы даже вот это масло брали свежий деревенский хлеб и макали раньше. Так, все, и у нас яички закончились. Опа. Дальше будем что-нибудь доготовить. А готовить у нас яйца такие крупные. Вот что за яйца такие? Традиционное яйцо. Авдон башкирская птицефабрика. Аж самой из Башкирии привезли в Магнит яички. Хорошие куры в Башкирии. Хорошие. Привет, Юра Кулагин. Друг у меня в Башкирии живет. Я говорю, YouTube великая сила. Вот не было в канале, я бы даже не знал, кто такой Юра Кулагин. А теперь знаю Юру Кулагина. А много кого я теперь знаю. Анну Беспалову, Ирину Баранову с Питера, Серегу Воробьева с Якутии, Александра Хусейнова с Ямала. С Ямала там рыбаки у меня еще есть. Алексей, Дима. Всем огромный привет. Это все благодаря Ютубу. Вот не было бы Ютуба, откуда бы я вас знал всех? Ничего бы я не знал, что в мире есть столько хороших людей. Как-то вот так у нас начинается, друзья, 4-й день. Есть небольшое волнение, есть большой риск сегодня в поднятии продольников. Дай бог, чтобы все хорошо получилось. Поднимать надо все
Даже если на каждом крючке будет висеть сиг, возможности рыбачить больше там нет. Будем заниматься чем-то другим. У нас есть еще озера. А на реке такие шутки опасны. Ну ничего. Сейчас позавтракаем. И в путь. Ветра нету, такая тишина. Слышно аж, как капли с крыши капают. Вот осталось немножко снега. Снег прямо на глазах все съело. Весна, весна. Да ладно бы весна, а то сейчас действительно 14. Через пару дней как ударят морозы, вот тебе и будет весна. Хуже некуда, блин. У нас тем временем яичница готова. Так. Набрызгали. Только скатерть сегодня поменял. Хорошо, газетки новые постелил, вот тебе новая скатерть. Никакого волшебства. Вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня вкусняшка. И без всякого гарнира, без ничего. Так, эту печку, потому что сегодня что-то кушать не очень-то хочется пока, но надо. Надо. Чайковского с термоса зальем. Готово. Приятного аппетита, Геннадий Геннадьевич. Что может быть лучше? Лучше жареной яичницы на сливочном масле может быть только жареная яичница на сливочном масле. Вот это я сказал. Все горячо. В общем, как-то так, друзья. Завтракаем и встречаемся на реке. А там сегодня будет, ой, как интересно. Так, друзья, все-таки я решил усовершенствовать наш завтрак. Вспомнил, что у меня отваривал рис. Ну, в пакетиках, знаете, да, вот пакетики в кипящую под соленую воду кидаешь, они варятся, и пакетик очень получается рассыпчатый. Фу, блин, рис. И вот яичницу я убрал в одну кучку. И еще поджарил, добавил маслица и поджарил рис. И теперь у меня будет яичница с рисом. О, Серега Василенков. Сейчас возьмем. Алло, Серега, идет съемка, если что. Я говорю, здорово, если что, съемка идет, без матов, пожалуйста. Понятно, хорошо. Я из работы звонили, там на минут 20 пораньше приехать. Ничего себе, пораньше. Время 8:30, это минут на 20, блин. Хорошая у тебя работа. Надо, 9:30 надо подъехать. Можешь Машину надо на мойку сгонять, машину помыть. Можешь привет друзьям передавать, услышат. Ну да, всем привет большой. Гена там рыбу ловит, не приедете. Огромный всем привет, удачи, здоровья вам всем близким.
Это тот человек, который хотел приехать и забил болт полностью, блин. Приходится мне одному вот так вот в избе, блин. Григорьевич вчера звонил, говорит, о, Геннадий, у меня нога болит, туда-сюда. Мы же с ним как бы приехали дней 5 назад надолго сюда. Продуктов навезли, все такое. Тут бат, позвонили, мы денек только здесь, одну ночь поспали, выехали. Он поехал в Усть-Кулом, там, в Скородум на похороны. Я денек дома отдохнул, ноги в руки, обяжку на прицеп. Саня с Серегой помогли нам Мухтаре корыто привезти, короче, мотор, резинку, алюминьку, короче, все привез, блин. Электростанцию даже привез, Серега. Нифига ты даешь, блядь. Короче, все попривозил туда, да? Я все имущество привез сюда, только, ну а фиг ли, я сейчас пауэрбанки кончу, и все, как-то надо заряжать. Ноутбук привез, Серега. А эту связи так и нету там ничего, да, ни интернета, ничего. Не, ну я там место для палатки прочистил в одном месте, где на бугру от снега, оно подсохнет, я туда потом палатку поставлю. Я же и Алтая привез палатку, и 2 раскладушки, так что электростанция есть, лодки есть. Короче, можно к тебе, короче, ехать по полной программе. Мне можно здесь как... Прилетели? Мне можно как Робинзону Крузу здесь месяц жить, в легкую. Да, не выезжать отсюда. Да, а что, нормально, я живу сам. Только вот медведи проснулись, вот страшновато как бы из-за медведей, хрен его знает, что у них на уме. Ну это да, насчет медведей, да. И лед гнилой. Остальное все, Медведи это опасно, конечно. остальное все зашибись. Гнилой лед и медведи, вот 2 риска, которые есть. Остальное я как король здесь, как живу. Ты там, конечно, так-то на лед-то не рискуй без лодки выползать. Да я посмотрю, если сегодня валиться будет, я оставлю. Морозы ударят, я лучше в морозы сбегаю, подниму. Ну, потому что, говорю, на сегодняшний день морозы там обещают до минус 10. Да, ну так и будет. Это уже как прописано получается. Ранняя оттепель, потом морозы на неделю с метелями, вся фигня. И потом только уже весна наступает. Там и снег все обещают. В этой вообще в Воркуте метель уже 2-й день идет. Ну и к нам придет. Ну это, я думаю, наверное, и к нам скоро придет. Ясненько. Короче, ты там отдыхаешь по полной, ноутбук с собой, все, короче, с собой собрал. Ну конечно. И у меня бы карта памяти уже все за 4 дня заполнилась. Я скидываю ее туда, пока на аккумуляторе. А потом Снимал ты там море всего. Ну да. С Женькой созванивался, он где? Сейчас, Серега, подожди, секунду. В общем, завтракаем, болтаем. Не будем тратить просто емкость карты. В общем, и так все ясно. Серега вот хотел приехать, не приехал. Вот так вот общается. Типа здесь он морально поддерживает, получается. Так что... Ничего страшного, не первый, не последний раз, я думаю. Встретимся еще. Обязательно. Так что завтракаем и встречаемся на льду.
Ну вот, приехали. И что у нас на сегодня? Ледовая обстановка. Как мы видим, промывает все дальше и дальше. Ну что, теперь надо перебираться на тот берег как-то. Ну что, ураганчик, пока-пока. Поехали. Так, главное успеть заскочить. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Переправа, переправа. Берегли. Ой, вот так вот, такая вот каша. Видите? Вон. Вот такой вот коварный весенний лед. Он вроде бы есть, а его в то же время нету. Опа! Снег шершавый, кромка льда. Почему-то у меня все время приходит это в голову. Так. Так. Опа. Провалился. Провалился. Не-не. Ух ты, бляха. Провалился. Провалился. Так не пойдет. Край льда уже. Вот так вот. Так оно будет безопаснее. Так, теперь надо что-то мне подсказывает, там льда толком нет уже. Звуки какие-то интересные. Так. Мы на льду, уже хорошо. Так. Здесь-то кусок льда пока стоит. А там хрен его знает. Там уже не лед, а каша. Да и здесь как бы не сильно-то и он толстый. Так, ну что, первым делом попробуем. Первым делом попробуем
ловить рыбку. Так. Ведро-то здоровое взял. Вот такую вот мормышечку возьму. Лодочку. Где мои опарыши? Вот мои опарыши. Где мой стульчик? Вот мой стульчик. Проверим буквально пару забросов. Вчера здесь чистили рыбу. Кишочки, конечно, все уплыло, но чем черт не шутит. Проверим. А вдруг? А вдруг, скажи, а вдруг? Если вдруг оказался друг, и не враг он тебе, а так, о, какие живчики. Ну, рыба просто должна хапать их. Если она, конечно, здесь есть. Так, он как бы здесь не глубоко. Так и буду идти буриться. Заодно смотреть глубину льда. Потихоньку. Если лед нормальный, переберусь до своих палок и подниму их. Если хреновый, придется ждать заморозков, чтобы вот этот верхний слой замерз и можно было пробежать по нему. В общем, будем пробовать. Буду пробовать как-то пройти и попробовать поднять наши палки. Поднять крючки. Если получится, получится. Нет, так нет. Он разделся, потому что весь мокрый уже, вспотел. Да и полегче будет, если что. Не дай бог, конечно, но если провалюсь, будет полегче. Пошли попробуем. Что, с Богом? Одеваю лыжи. Может, хоть немножко спасут. Все-таки площадь пошире будет, если что. Так. Блин, забыл картонки взять. Куда наматывать? Ну ладно, намотаю куда-нибудь. Да. Планировал поставить на эти палки продольнички. Ни хрена не вышло. Вот местами уже черный лед. Вон черный лед. Буранка уже не держит. Слышно, вода журчит. Тут опасно. Так, до палок мы добрались. Почти.
Если что, успею. Можно будет потом так и доски потихонечку перенести. Жалко все-таки. Зря привозил, что ли. О, комбикорм еще забыли. Спрятал от ворон. В итоге забыл. Так, ну что, действуем экстренно, по возможности быстро. Вон тут вот у меня вставная удочка. Но туда я не пойду. Я так лучше подниму ее. Все, друзья, в общем, так потихоньку будем удочку за удочкой, продольник за продольником. Потихонечку будем собирать снасти по-быстрому, потому что солнце припекает. Лед тает с каждой минутой. Задерживаться здесь нечего. Сейчас хоть даже будет на каждом крючке висеть по 2-3 сига, все равно будем поднимать.